Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. Меня видно, меня слышно, как звук, я сегодня без наушника. Скажите. Маршал Хуль, Ипполит Матвеевич. Слышно меня, видно меня? Ассаламу алейкум, добрый вечер. Слышно меня? Как со звуком у нас дела обстоят? Ва алейкум салам рахматуллах. Слышно меня? Слышно? Ответьте. Да, отлично. Так, инженер-конструктор. Валейкум салам. Николас Кейдж. Валейкум салам. Песочный человек. Hi from Philadelphia. Левен. Hi. From Hamburg. Отлично слышно. Да, ФСБ всегда хорошо слышно, так что нормально. Так, слышно, слышно, видно, слышно. Супер, супер. Сейчас подождем немного. Так, я включу свет получше. Так, я думаю, будет видно лучше. Алейкум салам, Дику. Все хорошо. Так, привет, Аслан из Украины на проводе. Все норм. Иван, приветствую. Маш Овель, Маршал Гриль. Олег, вітаю. Беларусь, вітаю. Ва алейкум салам, Вильпус. Ва алейкум салам, Ингуш Чечен. Война про свободу Ичкерии. Именно. Так. Ва алейкум салам, витаю шалом, говорит. Как найти? Салам алейкум, говорит. Гумскüöster салам дубо обутаерс. Салам маршалду. Гумскüöst. Так. Ну, можно начинать, наверное. Ассаламу алейкум, Гамбург на связи. Абдуллах Че. Ва алейкум салам, Гамбург. Давид Попко, привет, Аслан, привет всем свободолюбивым народам. Привет, Давид, приветствую. Речь будет Ливанде. О чем спросите, о том и поговорим. Песочный человек. Аслан, почему планета Набиру существует? Ученые каждый раз пугают человечество Нибиру, что якобы планета Нибиру столкнется с Землей и конец человечества. Я в это не верю. Я тоже в это не верю. Песочный человек. Почему она существует, я вот не могу сказать. А существует ли она вообще, даже не знаю, существует ли она вообще или нет. Ва алейкум салам, Абу-Бакар, ва алейкум салам, Аслан. Привет из Литвы. Привет, Литва. Кас Юрас. Приветствую. Так. Милан Бек. Аллах атту бойлат. Далса доль задонатил. Дерейс хуйль. Ассаламу алейкум. Климент Иванов. Ассаламу алейкум, варахматуллах. Интересно знать твое мнение о Шамиле Басаеве. Например, теракт в Буденновске, после которого вы получили свободу. Ва алейкум салам, Климент Иванов. Ну, это был не теракт, а диверсионная вылазка наших бойцов, которая закончилась захватом жителей города Буденновск в больнице. Да? И эта акция не закончилась
победой, и мы не получили тогда свободу. Свободу мы получили в августе 96 года, когда наши бойцы под командованием, под разработанной Асланом Масхадовым операцией под кодовым названием «Джихад», которой на месте непосредственно руководил Руслан Гилаев, вошли в Грозный и заблокировали всех оккупантов. Вот после этого, принудив к миру русских, мы смогли заключить договор о мире, который Россия ни один день не соблюдала, на минутку сказать. Так как даже в тот момент, когда они подписывали этот договор, Лукин, так называемый там их либерал, демократ, а по факту такой же имперец, сказал, что ничего, мы сейчас окрепнем, мы немного окрепнем и вернемся. Так, в принципе, и произошло. Роберт Муту: Аслан, правда, что пишут в статистике, что в Чечне живет 1,5 миллиона людей? Да, только, по-моему, там 1 600 000 речь идет. Это делается, в принципе, для того, что в первую очередь, для того, чтобы скрыть те потери, которые у нас были, да, за время войны, ну, что столько они нас не убили. А во-вторых, это делается для выкачивания денег из бюджета российского, но, как бы говорят, там, бюджет там, ну, в Чечню отправляются деньги. Всегда часть денег остается в Москве. Так что это не только чисто там чеченцам, ну, этим коллаборантам достаются деньги. Более того, есть еще такая организация, которую возглавляет Степашин. Вот они занимаются аудитом. И вот этот аудитор приезжает, ест шашлыки, пьет водку, загружает чемоданы денег и едет обратно в Москву. Поэтому, ну, это чисто российское, у нас такого не было. Это чисто российское ноу-хау, мы до такой степени коррупции у нас, конечно же, не было. Так. Аслан, почему выбрал Германию для эмиграции, говорит Топган? Выбрал Германию, потому что у меня здесь родители живут с 2001 года. Я с юных лет уже не жил с родителями, и выбор, когда надо было уезжать, стал именно ехать к родителям и хотя бы восполнить те потерянные годы в разлуке, жить с ними. Аслан, надоели эти лозунги, хватит кормить Кавказ. Ну ладно, что там, нормально. Жетеру, Аслан, Казахстан оккупирован. Ну, оккупирован это когда иностранные войска. Да? Некоторые русские говорят, что Россия тоже оккупирована там путинским вот этим режимом. Нет, это захват власти называется. А оккупации в Казахстане нет. Есть группой преступников захвачена власть в Казахстане и в России. Аслан, Ильяс Чеченец, Аслан, Галай, Махка, митинг, Нохчу, Оман, Мелбах, Хум-Хун, Хез, Децер. Митинги, я вот смотрел вчера буквально, по-моему, вчера я смотрел видео, где выступал один ингуш, и очень в жесткой форме говорил, что вот пускай не выходят на эту трибуну люди, да, митинг это такое дело, туда могу, например, я прийти и начать что-то говорить, да, вроде бы это может быть начальное вступление речи, что-то правильное, а потом я могу сказать, что там, например, все чеченцы плохие. И вот этот ингуш, который выступал вчера на митинге, уже было поздно вечером, он говорил, что очень аккуратно говорите, все, кто уходит на эту трибуну, вы должны аккуратно подбирать, и если он начинает нести бред, стаскивайте его оттуда. Даже как бы по закону мы живем в свободной стране, да, мы в принципе даже не в свободной стране, мы свободные люди. И ингуши в принципе кто-то позволил сказать, кому-то понравилось, да, когда говорят на чеченцев плохо. Кто-то просто промолчал. Все зависит, конечно, от организаторов. Мы не можем винить весь ингушский народ. И вот этот ингуш, который вчера говорил, он очень в жесткой форме
при всем этом, не переходя рамки дозволенного. Он говорил, если есть такие, кто нагнетают здесь национальный вопрос, скажите нам, если надо, социального гура гуртару, социального гура гуртару, от и мадица, кич ау цакита, кич ау кита виру байарцу. Цундела дицан бу войнук абу цанюк абу ас идат дюцек. Ас дюцега войнук а точки соприкосновения ла есть бо ас. Иду ас бог. Ас войн рухум дицнак, дикуца бог. Привек там, войн рухум олак. Со нохчи мавуй, хасаннек. Сайн рухум элч, су но мадоре, а нохчи чун элч, но дох суне. Идат войш дюцек. Райск шан луаг мадие бог дуай дюцек. Райск шан луаг мадие. Един мог, и что, извиняюсь, что говорю по-чеченски, един мог перед своими зрителями, которые не чеченцы, един мог галам нохчи мог рошату он якутин табельче даума доч аш дуай. Я галга бац и даум доч, я нохчи бац. А вы углублять, мади усугублять, мади цян луаг, мади чечено-ингушский конфликт, маекуна бос. Иш явно, цут идеал речь будешь. Иш идеал речь со. Ца киу умальца речь со из эльчунц. Так, Данил Гайтуко, Аслан, многие смотрели твой ролик про Вайнахов. Все были очень рады, что ты так осветил Вайнахов. Дел рейс, хуль масерна, хуль рейс. Я сказал, что я думаю. Это не последняя инстанция, это не истина, это мое мнение. Кто-то может с этим соглашаться, кто-то нет. Это мое мнение. Я увидел так эту ситуацию. Беслан Билту. Аслан, когда домой? Скоро, Беслан, скоро. Джон Добонда. 30 лет назад, тому назад русская армия разогнала в городе Тбилиси мирно митингующих людей. В столкновениях убиты невинные люди, множество из них женщины и дети. Можете сказать об этом, если знаете что-то? Я всех подробностей не знаю, но я знаю, что это было жесткое подавление митинга, где погибло очень большое количество людей. И это преступление, за это преступление должны люди понести, конечно же, наказание. Сейчас Грузия свободная страна, она могла бы обозначить фамилии, и даже если им 90 лет, как, например, сейчас это сделала Литва, да, когда в начале 90-х, когда они только восстанавливали свою государственность, и были убиты граждане Литвы, и недавно был суд над министром внутренних дел, по-моему, министром обороны, министром нападений, скорее, России, которому сейчас 90 лет, и его сейчас осудили. И я думаю, будет хорошо, если его посадят. Так. Только смешное. Ассалам алейкум, алейкум салам. Песочный человек. Аслан, хотел спросить, как чеченцы относятся к Израилю, к евреям? Чеченцы по-разному относятся к Израилю и евреям. Я, например, знаю очень много достойных, уважаемых евреев, которые помогали нашему народу в том числе. И можно не соглашаться с каких-то вещах, с политикой Израиля, но при всем при этом к людям надо относиться ко всем одинаково. Так. Язов, Ипполит Матвеевич, заочно получил 10 лет, да, Баркал я, Ипполит Матвеевич. Счастливое время. Вывод войск Ичкерии из Украины. Скоро счастливое время. Знаете, как говорится, если долго ждать перемен, да, Хаджуна Средина спросили, а долго ждать перемен? Он сказал, долго, если просто ждать. Жорж Харрисон, Аслан, сен боду далораш бу, схалораш бу, вай бартхир бол, хум дит, саваш, Аллаху атту бой. Да, Джордж Харрисон, Барт был, он из войны питан дарья, что русские имперцы хотят нас рассорить.
и сделать вот эти митинги, перевести в русло чеченско-ингушского конфликта. Это не так. У нас есть подписан договор Аушевым и Дудаевым. Мы все равно вернемся к этому. Все решения, которые сегодня принимаются оккупационными властями и властями Ингушетии, и оккупационным марионеточным режимом в Чечне и властями Ингушетии, не имеют юридической силы. Так как Евкуров не имеет права подписывать с Кадыровым договор, так как Кадыров является нелегитимным. И все решения, которые принимают сегодня, не только это, все решения за эти последние 15-20 лет, они все будут пересмотрены и отменены, так как являются ничтожными, значит, то есть не имеющие юридической силы. А с ингушами мы всегда найдем общий язык, при любом раскладе, если мы будем свободными. Не как Евкуров и Кадыров, которых заставили там где-то сесть и тихоря подписать и объявить народу. Если два свободных чеченца и ингуша сядут договариваться, они всегда наговорятся. Судятся, ощекуятся. Бесо Ратиани. Почему достойные чеченцы боятся Кадырова? Ты очень ошибаешься. Ты жестоко ошибаешься, Бесо Ратиани. Это ты боишься. Чеченцы не боятся. Чеченцы просто выживают. А такие болтуны, как ты, только болтают. Адил Али. Ассаламу алейкум. Я сегодня читал, что Россия завела дела на судей, которые осудили Язов. Конечно, заведут. Потому что они знают, что следующие будут сегодняшние власти. Это же чисто политическое решение, когда они это говорят. Это ни в коем случае не уголовные какие-нибудь там юридические дела, это чисто политические дела. Аслан, ФСБ России, говорит, Аслан, пацаны, которые дали отпор Росгвардии, их ловят и кидают статьи. Конечно, это будет, конечно, это будет. И мы всячески должны поддерживать и всячески должны привлекать прессу, общественность, внимание к этим вопросам, конечно. Кстати говоря, я бы хотел поговорить об Тимуре Арцхоеве, которого выдала Германия. Тимуру Арцхоеву сегодня поступила информация, что Тимур Арцхоев находится во Владикавказском изоляторе, в СИЗО, и к нему не допускают адвоката. Это значит только лишь одно, что Тимур Арцхоев жестоко избит, и ему фальсифицируют дело, против него фабрикуют дело. Его обвиняли в тяжких преступлениях, это заведенная практика. Ты можешь вообще ничего не делать, против тебя ИГИЛ, МИГИЛ, это сейчас распространено, ИГИЛ, раньше было еще что-то, и всегда тяжкие преступления, которые тут в Европе очень сильно боятся вот от этого ИГИЛа, исламистов и так далее. И вот они этими страхами манипулируют европейцев, и Тимур Арцхоев, который сидел в депортационной тюрьме, как-то связался со мной, мы с ним поговорили, я пытался ему помочь. И его чудом выпустили из этой депортационной тюрьмы. Потом случился другой момент. Тимур был с семьей, с женой, детьми доставлен в аэропорт в Берлине. И когда его уже должны были депортировать, я об этом узнал только после этого. После этого получилось так, что депортируемых было много, и Тимура с женой не депортировали. Не знаю по какой причине, но как мне объяснил Тимур после этого, его вернули обратно. Я сказал Тимуру: Тимур, приезжай в Берлин, мы сейчас обратимся к правозащитникам, так как я не знаю немецкого языка, и мне очень сложно, да. Я сказал: давай, обратимся с тобой к правозащитникам в Берлине, приезжай. И Тимур, поверив немецким властям, сказал, что ему сказали не покидать это место, и адвокат сказал, что все нормально, он обжаловал вот этот его депорт, так как ему реально угрожает. Человек вообще, все, что придумано против Тимура Арцхоева, это высосано из пальца. И Тимур Арцхоев послушался немецких властей и просто не покинул даже этот свой лагерь.
чтобы приехать в Берлин, потому что ему сказали не покидать. Просто абсолютно доверился немецким властям. Немецкие власти того города, я сейчас не помню название этого города, который, его жена сейчас находится тут в Германии, который абсолютно подло отдали на пытки и смерть ингуша, беженца, который не заслуживал этого. Я по этому поводу сделал, сейчас я смонтировал ролик, и я его выложу сегодня, вот после этого стрима я его выложу. Там я указываю не только про Тимура Орцкого, а вообще всю обстановку. Чеченцы, ингуши, грузины, украинцы, русские, кто здесь находится. Давайте защищать права, давайте призывать к этому. Давайте не давать себя просто так, как баранов на заклане, отдавать России на пытки и смерть. Тимура Арцхоева пытали, я абсолютно в этом уверен, и к нему не пускают его адвоката. Его адвокат обращался правозащитникам в Владикавказе, там привлекал внимание, как только мог. Ему сказали, все, нормально, тебя пустят. Он вернулся опять на второй день, по-моему, или в тот же день, вернулся к изолятору, и нагло вышли сотрудники Владикавказского СИЗО и сказали, он не хочет иметь вас в качестве защитника, у него есть адвокат по назначению, то есть, который назначило государство. Это значит лишь то, что Тимур Тумгоев избит, и на него оказывается сильнейшее давление, чтобы он принял, подписал документы. Я очень надеюсь, что он не подпишет, и я очень надеюсь, что быстрее в Ингушетии, во Владикавказе, вообще московские вот эти так называемые правозащитники и не так называемые настоящие правозащитники отреагируют на это. И этого человека, который незаконно обвинен, срочно окажут ему помощь. Так, возвращаемся к нашим вопросам. Так, чечен, ингуш, чечен. Все пишут, войнахи, братья во веки веков. Так, 500 тысяч ингушей. Когда Ичкерия вернется, не забудьте в Ингушетию взять состав. Я за свободу Кавказа, над моей папахой только небо. Конечно, так и будет, да, Алмула. Нет никакого сомнения, что Россия уйдет с Кавказа. Это 100%. И я так понимаю, скорее всего, вот этот передел границ, вот эти все провокации делаются для того, чтобы Россия уйдет с Кавказа, и когда войдут туда какие-нибудь там миротворцы, чтобы у них возникли проблемы, да, чтобы мы вот между собой грызлись. Поэтому ожидайте, в ближайшее время, год это будет, полгода это будет, 2 года это будет, 3 года это будет. Россия 100% уйдет с Кавказа. Россия и вот этот путинский режим будет привлечен к ответственности. Да, Алмуа. Абдаллах Нохчи, ассаламу алейкум, аслан. Зеленский человек России или как? Ну, судя по тому, что пишут украинские разные издания, и миротворец заявил, что его финансируют. Но я это утверждать, конечно, не берусь. Это чисто украинское дело, и пускай украинцы мудрый народ, и обязательно в этом они разберутся. Я абсолютно уверен. Был бы я также уверен в русском народе, как в украинском, то вообще было бы отлично. Так, супер Бэтмен, дядя Аслан. Ассаламу алейкум. Вы смотрели видео полковника Шандакова? Усатый такой, без кавказцев оскорбляют. Что можете сказать по этому поводу? Алейкум салам. Да, я видел этого бандита и участника геноцида чеченского народа. Да, это мерзавец. Таких в российской армии там через одного, если не каждый. Да, не такие. Просто не все, как этот психопат, открыто говорят об этом. Это преступник, которого ждет уголовный суд в Гааге. Так. Ипполит Матвеевич, Аслан, как считаешь, этот отстрел генеральского состава после заключенного с нами мира, я имею в виду Лебедя, Трошева, Грачева, умершего не своей смертью, убитый Рохлин, это звенья одной цепи? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Грачев, ну, может, Грачев и своей умер, но, скорее всего,
А Путин защищал, ну, не потому, что там они, ну, скорее всего, потому что они претендовали на, были ему опасны, точно так же, как и Немцов, были ему опасны для потери власти, да, они могли у него ее отобрать, потому что у них был авторитет в их армии. Муслим Мухаджиров, в войнах были, есть и будут братьям до конца дней своих, иншаллах. Да, Аллах, да, Аллах. Так, я знаете что, вот сейчас отвечу на этот вопрос, если это вопрос. Так, ассаламу алейкум, Саваш, почему среди чеченцев так мало тех, кто, как ты, трезво оценит ситуацию между Чечней и Ингушетией? С таким братьям я готов делить и не только землю, но и последний хлеб. Ва алейкум салам. Нет, на самом деле, судя по комментариям под моим видео, нас очень много таких адекватных, просто не все могут выражать свои мысли, да, а когда ругаются, просто некоторые не лезут в это. И поэтому видно тех, кто вот друг на друга там грязь льет. И с другой стороны, ингуши должны, вот как вчера вот ингуш выступал на митинге и сказал строго запретить вот эти национальные вопросы обсуждать, и тем более хаять своих братьев. Точно так же ингуши четко должны были обозначить свою позицию. Кто-то из организаторов, да, я это имею в виду. Ну, поэтому, когда это не обозначает, выявляются такие там, которые носят смуту. Поэтому нас очень много, что с ингушской стороны, что с чеченской стороны. Так, Аслан, сделай себе телеграм, новое видео, уж интересно было бы. Абдул Новчик, сделай себе телеграм, чтобы новые видео закидывать. Телеграм, я считаю, я в этом абсолютно убежден, это ФСБшная программа. Я ФСБшные программы не ногой. Российские программы не ногой. По поводу, я бы хотел бы напомнить, что мы 23 февраля 2018 года подали заявление в уголовный суд в Гааге, и после этого нам пришлось Сайдамину Ибрагимову, который возглавляет правозащитную организацию, Международную ассоциацию «Мир и права человека», ему пришлось написать, обратиться, у меня на канале есть это видео с его обращением, там первые 7 минут он на чеченском обращается к чеченцам и ингушам, и потом на русском языке, кто хочет, может послушать, генеральному секретарю ООН Гутеррешу, и мы попросили его, мы просим соблюдать закон, и чтобы ООН дал дал отмашку, чтобы начать принять дело к производству, которое мы подали на военное и политическое руководство России, которых мы обвиняем в геноциде, в массовых убийствах, в преступлениях против человечности. Если же нам откажет Гутерреш, мы в обязательном порядке будем проводить пеший марш. Поэтому призываю всех в обязательном порядке готовиться к этому, если нам откажут. Так, Аслан, организаторы митинга взяли, запугали. Он в Фейсбуке извинился и сказал, что митинг был незаконным. Короче, продался. ФСБ России, говорит. Но, ну, и запугали, это не продался. Запугать могут, взять могут родственников в заложники. Мы знаем, в какой ситуации находятся люди, проживающие на Кавказе. Особенно мы хорошо знаем, как происходят дела в Чечне. Ну и Ингушетия, конечно, у нее полегче. Лайт-версия, да, но при всем при этом Ингушетии тоже очень все жестко и адресно жестко, да. Поэтому не будем обвинять никого, но при всем при этом мы должны всегда находить между собой точки соприкосновения. Мы не должны идти на поводу врагов. Мутный 06. Аслан, считаешь ли ты Закаева предателем после того, как он сбежал в Европу при первой возможности, потом бегал по судам под ручку с британской актрисой, прося политического убежища? Я считаю, что ты болтун, мутный 06. Счастливое время. Победа Порошенко может запустить механизм начала развала России. Ну, я не знаю, почему эти 5 лет этот процесс не запускался, но будем надеяться, что процесс этот
уже запущен и остановить его нельзя. Ибак Исламов. Ассаламу алейкум. Я в Польше. Как приехал, прошло больше полтора года. У меня есть что сказать, как с тобой связаться. Ва алейкум салам. У меня e-mail есть в описании под видео. Напиши туда. Кто убил Литвиненко? Литвиненко ФСБ России спрашивает. ФСБ России назвал ФСБ России и лично Путина заказчиком его убийства. Суд, лондонский суд посчитал Лугового и Ковтуна непосредственно исполнителями этого преступления. Юрий и Киря Яката. Аслан, ты читал роман Горцы? Грузинка написала, точнее Сванка. Нет, к сожалению, я не читал. Анастасия. Уважаемый модератор, Джинхо Сардала, куда же я без вас? Конечно, тут. Так. Привет всем войнахам. Привет, Грузия. Главное мир. Аслан, брат, ассалам алейкум. Тут половина тролля у тебя, значит на правильном пути. Ва алейкум салам. Да, я заметил, в последнее время очень много у меня и в комментариях тролли начали, и тут в прямом эфире начали тролли появляться. Значит, наступили им на жало. Так, Жорж Харрисон, твоими устами да мед пить. Как-то кадыровский министр Алханов говорил, что ЧГТРК, как мы будем жить без России по ЧГТРК. Мы даже ложку не умеем делать, готов руками кушать, только свободными. Самое интересное, Россия тоже не умеет даже ложку делать. Мы-то еще сможем ее сделать, а вот Россия не умеет. ФСБ России. Правда ли, что Литвиненко принял ислам перед смертью? Да, правда, перед смертью принял и умер мусульманином. Да, мула. Горис 06, ассаламу алейкум. Аллах, дэх, алуэль асуаш. Ва алейкум салам. Так. Гамар Джоба Генацуали говорит кто-то. Кира Яката говорит, а не кто-то. Так, Даниил Гайтуков. Аслан, много будут провокаторов под видом ингушей, фамилии, регионы писаться, не принимай всерьез. Да, я знаю, и это такое распространено. Знаете, есть на Кавказе есть фабрика троллей. Она, как у Кадырова, говорят, лично есть. А я лично смотрел, в Гугле есть такая программа, и ты по одному запросу можешь вычислять одновременно, кто запрашивает. Так вот, я забыл этот какой город, в Адыгее, по-моему, это где-то расположено, или в Краснодарский край, или где-то как-то. Там, короче говоря, был очень большой запрос, и там есть штаб один этих троллей. Поэтому вот и мы еще ссылаемся, говорим, вот там на ингушей что-то сказали, там чеченцы, на чеченцев сказали что-то ингушей, они такие гадости пишут. Пишут гадости, понимаете? Эти тролли нас специально стравливают. Давайте будем умнее. Так. Нох. Аслан, что будет после того, как деоккупируют Ичкерию с тем, кто был депортирован в Казахстан после Второй мировой войны, там живут потомки тех чеченцев? Все могут вернуться, в смысле, что будет? Все могут вернуться. Аслан, ассаламу алейкум, как погода в Гамбурге, говорит. Ну, сегодня, по-моему, плюс 10 было. Ну, где-то вот это. Ну, не очень холодно, ну, не сказал бы, что жарко. 6 спрашивает, тролли стучат или просто задача стравливать? И стучат, и стравливают, конечно. У них все, они многопрофильные. Так, Влад Суровцев. Народам Кавказа нужно повышать качество образования, юридический язык. Больше кавказских блогеров с мышлением языком юристов. А в России у большинства мнение, что кавказцы безграмотны. Ну, Россия очень сильно вела долго пропаганду в этом плане. И в какой-то степени им удалось. И если учитывать брать чеченцев, мы еще 25 лет находимся в состоянии войны. И это образованию никак не способствует. Извиняюсь.
Так, Бесу Ратьяне. Аслан, ты человек мудрый, но зачем говоришь, что якобы я трус и обвиняю чеченцев в трус? Я знаю, что они вынуждены выживать, но почему эти люди не выходят? Поясни мне, если это не страх. Ну что значит страх? Ну при Сталине почему твои родители не уходили, твои деды не выходили? Потому что боялись, что вот тебя или твоих родителей, твоей бабушки, дедушки не выходили. Ну глупо обвинять сейчас людей в этом. Ну как еще сказать? Ну ты это все прекрасно понимаешь. Вы, ну, в каком мире живете, да? Так, Джахар Дудаев. Ассаламу алейкум, Асан. Когда будет интервью Заки Ахмада? Скоро будет. Я разговаривал с Ахмедом Закаевым, он был, ну, он не мог, короче говоря, общаться со мной, и в ближайшее время будет. Да, я не могу настаивать, человек занятой, у него свои дела, но я вопросы подготовил. Если у вас еще будет к Ахмеду Закаеву вопросы, тоже пишите, и там под комментариями пишите, там так пишите. Я увижу и обязательно сформулирую там общие вопросы, и не знаю, сколько мы с ним поговорим, но обязательно поговорим. Еще будут видео и с Айдамином Ибрагимовым, еще будут видео с Хусейном Исхановым, даст Бог. Поэтому все будет, ребят. Горганян, скажите, пожалуйста, о государстве чеченцев в зале истории, а не о народе, а именно были ли государства, правители, год основания, очень интересно, какие были институты власти. Да, конечно, были, это сейчас долго все перечислять, конечно, были. И руководители, и главы были стран, и все это было. Ну, все время мы находились в состоянии войны. Все время, до сих пор мы находимся в состоянии войны. Счастливое время. Аслан, а что если чеченцы из Европы соберут 300 тысяч подписей в ООН с требованием принятия производства уголовного дела в Гааге против Путина? Ну, было бы отлично. Вообще надо показать, что мы есть, что мы... Ну, видишь, вот я сейчас занимаюсь организацией нашего гражданского общества. Да, мне пишут, потихоньку народ просыпается, есть активисты, но не думайте, что кто-то за нас это будет. Каждый должен включиться в эту работу, каждый, и должны мы делать дело. Например, я сделал сейчас ролик на русском языке, но я обращаюсь к общественности Германии. Мне нужен перевод этого ролика, мне нужны титры на этот ролик. Кто возьмется это сделать? Кто знает в совершенстве немецкий язык или озвучит это? Кто рискнет озвучить, если не хочет озвучить, то хотя бы написать перевод текста. Перевод текста я под этот ролик, я выложу сам текст, чтобы можно было его увидеть. И было бы хорошо, если бы мне его кто-то перевел. Беса Ратьяне, одним словом, дайте силы сегодня. Спасибо, Беса. Я не хотел тебя оскорбить, просто ты оскорбительно выразился. Мы находимся в тяжелейшем условии. Мы пережили геноцид, и наш народ, никто не имеет права, ни один человек не имеет права обвинять чеченцев там, в пассивности, неактивности и так далее. Мы 25 лет тысячами, десятками тысяч наших мужчин выкладывались полностью под силы, ум, все мы выложили. И это тоже надо понимать. Это надо признать за нами. Да? Мы сейчас находимся в тяжелейшем положении. Хотя дух наш не сломлен и никогда не будет сломлен. А пока ты не признал поражение, ты не проиграл. А мы его никогда не признаем. Никогда. И лучше нас отпустить и не трогать нас. В Германии нет, говорит, демократии. В Германии есть демократия, Ричард Сваровский. Меня депортировали за антипутинские статьи. Я не согласен с вами. В Германии есть демократия. Германия очень мощная, очень сильная страна. И мы, как граждане, здесь за нас никто ничего делать не будет. Ну, я-то не гражданин, и мы все, кто здесь проживаем, имеем права. Я не имею права голосовать просто. Все остальное, у меня есть эти права. И я должен их реализовать. Мы все должны их реализовывать. И даже кто не имеет статуса беженца, могут это реализовывать. Тот, кто там выходит на митинги, это потом помогает в суде доказать, что ты реально борешься против
несправедливости и преступности в России. Так, Эдуард Мамедов задонатил. Спасибо, Эдуард. Вопроса нет, просто X. Так, тот, кто хочет задавать вопросы, кого я не вижу, вот как Эдуард Мамедов, можете мне задавать вопросы, чтобы потом не было возмущения, что я не читаю ваши вопросы. Георг Штурм, ваше мнение о подъеме правых в Европе, в Австрии в частности? Да, есть такое, в Австрии есть, в Германии есть, это все имеется, этому способствует Путин. Да, это стопроцентно российская вот эта тема, они проталкивают и хотят раскачать деньгами, помощью информационной и так далее. Поэтому, да, такое имеется. Так, Кира Яката. Аслан, я собираюсь в Украине после Рамадана к Муслиму тоже обязательно поеду, к волкам Ичкерии. Передавай салам им тогда. Горян, я написал, что вы не ответили на вопрос. Расскажите, если знаете, интересно, какие было государства, в каком веке. В школе учитель не ответил. Ну, я сейчас не смогу сейчас точно называть даты, отвечать. У нас были государства с древнейших времен, с древнейших. Это все вам надо почитать в интернете, или кто-нибудь вот из подписчиков, пускай вам ответит. Я сейчас просто не хочу на это вдаваться. Конечно, у нас было государство, много раз образовывалось, много раз оккупировалось и так далее. Главное мир. Аслан, не у всех есть PayPal. Сделай привязку к донатам. Там через карту легче донатить. Ну, донатить можно вот здесь есть в этим прямо вот в комментарии, где вы пишете, вы можете написать суперчат называется, такая услуга есть. А донаты.ру это российская. Все, кто отправляет донаты.ру, это пропускает через платежную систему донаты.ру. Это российская система. Я так своих зрителей, своих подписчиков рисковать ими не могу. Поэтому я не установил донаты.ру. Так, Заинузбек Ювкуров. Ассаламу алейкум. В Европе есть демократия, европейцы добрые люди. Они уважают права человека. Да, совершенно верно. Аслан, интересно твое мнение за Телеграм. Телеграм также является ФСБшной темой, поэтому я ею не пользуюсь. ВКонтакте, говорит ФСБ, тоже ФСБшная, я сам не знаю. Да, конечно, ФСБ России ты должен знать, как это ты не знаешь. Да, конечно, это ФСБшная тема ВКонтакте. Все, что вы пишете в ВКонтакте, в Телеграме, остается на серверах ФСБ. Просто ВКонтакте делается вид, как будто с ней борются, там сопротивляются. Ничего подобного. Та же фигня. Руслан Абоев. Да, я слышал о пророссийском настроении в Европе в последнее время. Кто куплен, а кто просто боится. Вот идут на поводу. Да? Ну, нам надо доносить эту правду. Лунный свет. Если русские выбрали Путина, пусть вместе с ними отвечают за все преступления и убийства. Суд должен быть справедливым и отомщение должно быть полным. Ну, русские несут ответственность. Конечно, несут. Как государство образующая нация, как большое большинство, которое поддерживает Путина. Так не бывает, что там, например, за аннексию Крыма они его там поддерживают, а за геноцид Чечни они его, за аннексию Крыма они его не поддерживают, а за геноцид Чечни они говорят, ну, конечно, там бандиты были, надо было. Вы несете ответственность, конечно, люди, которые поддерживают Путина, они несут ту часть ответственности. Так, Арсен Хачатрян. В Армении есть книги, старые книги про Чечню. Приезжали люди Кадырова, смотрели очень старые книги. Да, есть, в Армении есть, в Грузии есть, где о нас упоминается, о нас говорится. Конечно, есть. Мы уже сколько лет, соседи, 1000 лет там живем. Так, Ибак Ислам. Аслам, вы можете приехать в Польшу? Как у меня нет статуса никакого, но у меня есть что рассказать. К сожалению, я просто не располагаю такой возможностью ездить в Польшу, но вы можете написать мне в e-mail,
И я вас ну, обязательно прочитаю. Так, Ливан Д. В Грузии Иванишвили тоже создал завод троллей и ботов. YouTube американская тема, говорит Анзор Рино. Да? Маждада. Путин использует бедуинов по Суне. Так, как найти? Любители Путина, желаю от всей души сдохнуть вам в сортире. Елена Орлова. Где холопы ХЛА, там кругом фабрики. ФСБ Россия. А как именно убили Литвиненко? Литвиненко, всем известно, отравили полонием 210. Ему подсыпали его в чай, как правильно говорит Вильпус Инкульта. Сергей Инакев и Инканов. Ассаламу алейкум, Анзор Рино, рад видеть. Вот. Так. Так, Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, как юрист, могу ли я вас привлечь к ответственности, к примеру, если мне показалось, что вы оскорбили мою страну, так как я гражданин Российской Федерации? Это, конечно, шутка. Ну, можете, конечно. Я даже могу быть вашим адвокатом. Как найти? Барков, что озвучил мой пост. Лого Тэч. Аслан, что делать, готовить в следующие 2 года чемоданы для возвращения в свободной Ичкерию или пойти на курсы выживания? И еще, правда ли, что евреи массово собираются переехать на Кавказ, Чечню? Ну, если евреи массово собираются переехать на Кавказ, Чечню, это уже хорошо. Это хороший признак, я тебе скажу. Евреи в плохое место не поедут. Это раз. А во-вторых, надо не чемоданы готовить в ближайшие 2 года, а активно распространять информацию, привлекать к нашей проблеме внимание. Надо нашу проблему вывести на международный уровень, и чтобы опять об этом говорили. Не может так быть, чтобы на глазах всего человечества произошел геноцид целого народа, и все молчали. А все почему? Потому что мы молчим. Мы не должны молчать, понимаете? Помни, предатель, спокойная жизнь тебе только снится. Амстердам, Томас, Аслан, ты дерзкий волк. Да, есть маленько. Норман КЦ. Так, Чино Сардалова прочитаю. Люди, которые голосуют за воров-неудачников, не являются их жертвами, они соучастниками. Они соучастники, совершенно верно. Номан КЗ. Аслан, ваше дело право. Иншаллах, увидим независимость Ичкерии, казахи с вами. Спасибо. Норман, спасибо. Номан, спасибо, Казахстан. Так. Главное мир. Задонатил. Спасибо, главное мир. Ты мне не ответил. Меня депортировали за антипутинизм, говорит Ричард Суровский. Ну, меня пока не депортировали. Когда меня депортируют именно за антипутинизм, я тогда тебе скажу, что да, меня... А так я пока не депортирую. Как ты видишь, я пока нет. Вы просто задаете вопросы, ответы, которые знает весь мир. Ну, знаете, Анастасия, надо, чтобы кто-то озвучил эти вопросы. Так, брат, пойми, я не доверяю интернет-сетям, говорит Абак Ислама. Ну, Абак Ислам, извини тогда. Тогда извини. Супер Батман, дядя Аслан, откуда у русских столько шовинизма? Они ведь, по идее, такие же люди из крови и плоти. Где они свернули не туда? Почему у них сидит желание уничтожать и унижать другие народы? Но это имперство. Это имперство. Когда тебе с молоком матери впитывают, что ты великий, твоя страна великая. При всем при этом величие страны определяется величие народа. Да, страна-то это всего лишь территория народа, проживающего на этой территории, определяется не размерами и количеством пролитой крови. Величие страны определяется отношением к старикам, в первую очередь, да, к незащищенной части слоя народа, к старикам, к детям, к инвалидам, к больным, вот к этим. И посмотреть, если так, то русским кичиться нечем, да, к старикам и к детям они относятся не самым лучшим образом. Поэтому есть куда стремиться, скажем так. Так, Аслан, дерзкий 222.
Аслан, хотел бы узнать, что думают о чеченцах Германии коренные жители. Ну, разные, по-разному, а так, в принципе, относятся хорошо. Так, Махмуд Халухаев. Уважаемый брат, ассаламу алейкум. Хотел бы к вам обратиться, пользуясь случаем. Некоторые из нас в войнах распространяют фитну про Абадиева. Я думаю, вы слышали это. Он обращается с призывом к войнахам. Да, Абадиева должны сами ингуши успокоить. Да, до нас, я думаю, так и произойдет. Просто я думаю, Абадиев не свободный человек. Да? Такие провокационные вещи обычно запускаются разными этими марионетками. А у этих марионетков бывает крыша, поэтому если какой-нибудь ингуш ему набьет морду, то получится, что этот человек сядет просто-напросто. Алт, салам алейкум, Аслан. Когда будет деоккупация Чечни? Есть ли программа экономического развития страны? Ва алейкум салам, Алт. Деоккупация произойдет, когда мы приложим к этому максимальные усилия. Это раз, ну и сложатся мировые такие события в нашу пользу, да, когда Россия чуть-чуть ослабнет и выведет свои войска. Программу все у нас, не могу сказать, что она сейчас имеется, да, на сегодняшний день, но ее написать нужно немного времени, тем более, я думаю, это мы быстро все сделаем. Уважаемый Аслан, Ариэль Доров, уважаемый Аслан, ваше мнение, чем закончится событие в Ингушетии? Я не знаю, чем закончится. Я не думаю, что, я практически уверен, что Путин не снимет Евкурова, потому что Путин никогда не идет на поводу, это плохой будет признак. Если Путин снимет Евкурова, это будет сигналом тому, что и в других регионах можно снимать, да, митингами. Поэтому Евкурова он не снимет. Атака на Евкурова — это атака, так ее Путин воспринимает, напрямую на Путина. Другой разговор, что русские, русские, да, когда вы обратите внимание на эту Ингушетию, посмотрите, как ингуши отстаивают свои права, и вы выйдете, не на 5 минут с уточками вышли, там Навальный сказал, домой убежали, а когда вы выйдете и станете 1 миллион человек на Красную площадь, не как там ингуши, там 20-30 тысяч ингушей, 50 тысяч ингушей, это там из 500 тысяч населения, там все мужское население практически уходит. А когда русские выйдут, и женщины, и дети, которые будут, и вас никто пальцем не тронет, и потребуете, вы в нашу страну ведут, вы должны сказать своему Путину, в нашу страну ведут не демократическим путем, а авторитарным путем, к тирании ведется. То, что сейчас происходит в Чечне, будет у вас, русские. И как вы это не понимаете? Для нас, чеченцев, вы ничего не сделали, и, ну, по большей части, не считая единиц из вас. Вы нас убивали, эти 300 тысяч, и сейчас вы для себя, мы тогда просили, вы нас не слышали. Все, теперь очередь за вами. Вас будут сейчас разрывать на части. Вот русские должны выйти. Вот посмотреть, например, Ингушетии, как Ингушетия отстаивает свои права, как народы Ингушетии. Также русские должны выйти в Москве, в Архангельске, в Магадане, везде. В войнах про реалити. Аслан Ичкерия Лайв тоже твой канал? Да, это мой канал. Маждада говорит, когда русский выйдет, моя кошка споет 1 000 000 алых роз. Я думаю, мой кот тоже. Лунный свет. Аслан, неужели россияне не понимают, что нажили себе врагов не на одно поколение? Ведь такие преступления не забудут ни чеченцы, ни грузины, ни украинцы, ни щитовые. Конечно, никто не забудет это. Конечно, никто не забудет. Ну вот, империи суждено вот так расхлебывать то, что делали их потомки, их предки.
Сергей Инканов. США это реально великая страна. Совершенно верно. Я считаю, на сегодняшний день США сверхдержава, единственная в мире. И не только по силе, да, или атомному оружию. Там русские могут разбомбить, там, например, там, Америку или весь мир могут, да, российская атомная. Это не значит, ты великий. Великий, когда твои права соблюдаются, когда относятся хорошо, достойно к старикам. Потому что мы все станем когда-нибудь стариками, кто доживет до этого. И когда-то были детьми. Ну как к этому не относиться? Не надо все в одно рыло хапать, убивать людей. Вот я не знаю. Андрей Александрович, я русский, хорошо отношусь к любым нациям, и ни за что было бы не поехал воевать в Чечню. Совесть мучила бы, спать не мог. Если выжил бы, конечно, то, что, кстати, маловероятно. Мира всем. Да, спасибо, Андрей Александрович, спасибо за такую позицию. Да, много там выжило, на самом деле, там практически был геноцид. Первые, конечно, кого мы смогли, там наши бойцы покромсали, а так многие, конечно, выжили. И потом уже проводились грабежи, убийства, пытки, ну и полный набор геноцида. Так, антикремль. Пупкин травит народу друг против друга, а именно врагов для русских. Так. Баркал Аслан, мои мысли озвучил, говорит Сергей Инканов. Так. Есть ли разница, Ник Ников? Есть ли разница в отношении к чеченским беженцам в странах Европы? Франция использует их для поддержания порядка в кварталах переселенцев. Нет разницы, нет, в принципе, никакой. А то, что вот там говорили, что да, в Франции, там в каком-то районе, там чеченцы кого-то там успокоили. Ну, я не знаю, как это выглядит. Ну, для этого должно быть полиция, а не чеченцы это должны делать. Извиняюсь, конечно. Ну, конечно, такое возможно быть, конечно, да, такое бывает, что мы его распространяем. Так, Мустафа Албагачиев, пожалуйста, на русском. Мадуцлаш, голова ногчью пред проблемш. Мобил билаш войнах. Мустафа Албагачиев, все правильно ты говоришь. Аслан, респект тебе и уважуха, антикремль. И тебе тоже антикремль. Только лишь даже за один твой ник. Америка мощная, кто бы что ни говорил, говорит Анзорино. Совершенно верно. Эдуард Мамедов говорит, салам, что вы думаете о Суркове? Сурков по папе чеченец, по маме русский, но Манкурт, ну как Манкурт, человек, ну он себя считает русским, ну есть он русский, все, что о нем сказать. Имперец, карьерист, ну и военный преступник, который, я уверен, он в Чечне тоже руку приложил, и в Украине сейчас уже открыто засветился. Мансур Дудаев. Аслан, ассаламу алейкум. Что думаешь про помощь добровольцев из Чечни и Азербайджана во время войны в Карабахе? Ну, не знаю, что сказать. Там я знаю, что они воевали. Басаев они воевали и потом уехали. Так, Джордж Харрисон. Почти 500. А где лайки? Всего 40. Не скупитесь, не ленитесь. Да, Джордж Харрисон? Не ставят лайки. Так, главное, мир задонатил. Каждый управляет собой в меру своего понимания. А в меру непонимания им всегда управляет тот, кто понимает больше. В войнахе образовывайтесь. Да, совершенно верно, главный мир. Абсолютно с тобой согласен. Нам не хватает, нам недостаточно того, что человек там, прочитав 2 книги, мнит, или не прочитав вообще ни одной книги, мнит себя там великим политиком, великим там мыслителем и так далее. И причем он с пены у рта это так доказывает, что вот его позиция 100% верна, что ты иногда думаешь, может, даже очевидная вещь, которую ты знаешь, да, может, я что-то не знаю, может, и человек реально такой умный. Так что, да, полностью с тобой согласен, главное мир. Нам нужно образовываться.
Самый сильный мускул – это мозг. Вильпес Инкульта. По некоторым данным он приложил руку к созданию ЛДНР. Да, и да, и все, что там мутится, это Сурков там, серый кардинал. Руслан Сагаипов. Аслан Масхадов был легитимный президент. После кончины Аслана не был свободным президентский выбор. Значит, все законы, которые они должны действовать, если ты помнишь, Аслан Масхад объявил Чечне шариат. Да, Руслан, Аслан Масхадов легитимный президент, и Аслан Масхадов ограничен своим президентством, понимаете? Он не царь. Далгазуат обал дуэльцуни. Он не имел права объявлять там шариат, полный шариат, да? Шариатские суды вводились там. Мы мусульмане, от этого мы никуда не убегаем, и это не отрицается. Ну, что значит ввел шариат? Шариат он не вводил. Как только бы он ввел шариат, полностью шариат, он должен был сказать: отныне я не президент. В шариате нет президентского поста, правильно? Избирательности нету. Правильно? Избирательности. Всего этого нет. И в соответствии с нашей конституцией наш президент не может ввести. Вот Дока Умаров ввел полностью шариатское правление. Отменил пост президента, вице-президента и стал амиром. Вот он объявил, да, это бесспорно. Но что стало с этого? Ичкерия от этого не пострадал, потому что Ичкерию создал народ голосованием, выборами, референдумами и другими своими действиями. Понимаете? Так нельзя, что вот я сказал. Если какое-то решение принято президентом, у нас в Конституции это указано, принято, не соответствует Конституции, то Конституционный суд выносит решение, и оно отменяется. Но Масхадов, в принципе, не принял никакого решения, кроме противоречащих Конституции. Он не сказал, что у нас теперь нет президента, и мы сейчас идем там по шариату, полностью по шариату. Но при всем при этом шариатские суды, например, в уголовном производстве, шариатское в семейном праве, это все, конечно, никуда не отменяется, и оно должно действовать. Понимаешь? Это же не так, что я сказал. Ты же президент, ты ограничен президентством. Ты не хозяин, ты не царь. Пошел в эту сторону, пошел в ту сторону. Есть народ. У нас носитель власти народ. А президент исполняет его волю. Конечно, наш президент был не просто президент. Это был человек, который отдал свою жизнь на этом пути. Мало есть стран, у которых президенты отдают. И Абдул-Халим отдал, и Дудаев отдал, и Яндарбиев отдал, и тот же Дока Умаров отдал. Мы не отступили и не отступим никогда. Но если исходить из закона, то мы являемся демократической страной, где есть формы шариата, где ислам является нашей государственной религией. Это никуда, мы же не убегаем. Но для того, чтобы установить какой-то шариат, нам нужно подготовить людей. Нам нужно, чтобы эти люди захотели, проголосовали и сказали: теперь мы не демократическое правовое государство, а шариатское правовое государство. До тех пор мы по Конституции являемся демократическим правовым государством. И от этого никуда не деться, хотим мы нет. Если ты способен подготовить людей, если ты можешь написать труд, какая экономика у нас, как мы будем с миром взаимодействовать, как мы будем жить, выйди, напиши этот трактат, как Карл Маркс написал свой «Капитал», напиши этот трактат, выйди в народ, донеси это, убеди этих людей. И все, какие проблемы? И если этот народ проголосует, я не буду ничего возражать. Право народа. Рамштейн Болан. Аслан, вы принимали участие в первой или во второй чеченско-русской войне, русско-чеченской войне? Что вы подразумеваете, принимал участие? Так, пропустим сейчас опять, много накопилось.
Супер Бэтмен, дядя Стан, когда будут новые видосы, диалоги с чат рулетки? Ну, не знаю, когда будут. Опусти свою камеру немного. Зачем мне опускать? Вроде нормально. Может мне тут стул поднять? Вот так, нормально? From the mountain. Салам, Аслан, как вы себя чувствуете? Спасибо за ответ. Пожалуйста, салам. Что говорить о народе, которому слово «либерал» вызывает больше негатива, чем коррупционер Маждада? Да, совершенно верно. Так, XXX. Ассаламу алейкум, брат Аслан. Как жизнь, как здоровье, как родные? Салам, Машал, Дугун от братьев Ингушей, Дагбарт, Цакбол, Бой. Войне, удачи тебе. Ва алейкум салам, амин, амин. Степной волк. Пора прекращать эту тему Ичкерии и так далее. Нужно думать о будущем республики, о ее развитии, как в экономическом, так и инфраструктурном улучшении жизненного проживания, медицина, наука, производство. Совершенно верно, Степной волк. Но без государственного устройства, без строя государственного, конечно, мы это все построить тоже не можем. Государственный строй – это хребет, это позвоночник, на котором это все будет выстраиваться. Ну, конечно же, мы должны думать и, как ты тут говоришь, о медицине, о науке, о производстве. Конечно, у нас медицина ниже плинтуса, у нас наука ниже плинтуса, у нас образование ниже плинтуса. Конечно, огромную работу надо проводить. И не бросаться друг на друга там, как ты видишь. У нас есть конституция и закон. Придерживаемся закона. Все остальное болтовня. Придерживаемся закона. Приходим к соглашению. Мы уважать должны друг друга. Мы не должны друг друга убивать. Мы должны соглашаться. Находить соглашение между собой. Сергей Семисал. Здравствуйте, Аслан. Салам. Скажите, если в ближайшее время вы приедете в Украину, будет ли встреча с подписчиками? Приветствую, Сергей. Ну, я пока не знаю. У меня сколько даже, не знаю, украинских подписчиков, кто там соберется. Ну, я как-то собираюсь, никак не могу собраться. Хочу приехать в Украину. Надо бы, надо бы. Да я бы вообще переехал бы в Украину, если честно. Інтервата, приветствую, вітання, братан. Із Ічкерії від вільної України. Вітаю тебя, Интервата. Европейские ценности и наши чеченские не сходятся. Светская Чечня обречена на погибель. Нам нужен шариат. Марко Хэггет. Что значит европейские ценности? Что ты вообще подразумеваешь? Ты вот лозунгами не говори. Что ты подразумеваешь? Шариат, есть у нас шариат, есть шариатские суды у нас будут. Какие еще вопросы? Что значит европейские ценности? Тебя какие-то там парады проводить никто не заставляет, ты не должен проводить. Все, что захочет народ, то и будет делаться. Ну, не зная вот этого, давайте не нести вот это все. А потом из-за этого выдергивать, что я так сказал, что я против ислама, что я там такой-сякой. Нет, это не так. Если вы мусульмане, давайте вы будете уважительно относиться. Мусульманство, ислам в первую очередь уважительно призывает относиться к своему оппоненту. Так, масон иллюминат. Эти законы справедливы. Так, это не ко мне. Тимур Алиев. Наш менталитет кавказский сможет существовать, если мы отделимся от России. Конечно, сможем, Тимур. Так, Ахмада. Наша конституция, Коран, наш закон, шариат. А ваше государство будет только исламское государство, халифат. И не будет Ичкерии никогда.
Ну, это ты зря, конечно. Это у тебя нет ничего, у нас есть Ичкерия. Я не знаю, вот люди, которые... Ну ладно, сейчас не будем. Надоело это одно и то же. Так, Степной Волк. Аслан, у меня вопрос. В Чечне говорят, что путь Ахмада основан только по шариату и равномерно сравнивают его путь с пророком, саллаллаху алейхи вассалам. Кадыров же соответствует своим действиям шариату. Нет, конечно, Кадыров не соответствует действию шариату. Он ни одному закону не соответствует, кроме того, что ему Путин прикажет. Как найти? Так, наша ментальность на 90% близка к шариату. Сначала отделимся с помощью Запада, естественно, с помощью Аллаха, а потом далее будем строить, как нам жить. Мы должны делать так, как велит народ. Не может прийти человек сейчас и сказать, я вот сейчас вам приказываю делать так. Нет, крови проливать ни в коем случае нельзя. Тот, кто хочет проливать, вот эти разговоры все, что вот шариат там и так далее, много-много парней из-за этого уехало в Сирию. И бессмысленно лучшие из наших сынов погибли. Давайте будем. А тот, кто не погиб, сейчас остался и болтает разные вещи. Да, давайте будем исходить из реалий, сегодняшних реалий. Для того, чтобы установить шариат, нам нужно, чтобы народ сказал за это шариат. А там какой-то там с 2 классами образования человек, если заявляет, что нам нужно шариат, это не значит, что он даже знает, как это построить. Он не знает даже, что, о чем он говорит. Понимаете? Надо же вообще представлять, о чем мы говорим. Давайте больше не будем это обсуждать снова и снова. Как найти? Аслан, а я разве сказал, что что-то не так? Я не говорю тебе конкретно, как найти. Я не к тебе конкретно обращался. Я вообще говорил. Так что вот так вот. Интервата, спасибо тебе, что ты уведомляешь людей. Так что, да, кстати говоря, подписывайтесь на Reality Live, там у меня очень мало подписок. В описании у меня есть каналы, на все каналы меня в любой момент могут заблокировать, и мы потеряемся. Но я вас призываю подписываться на каналы. Так, кто там сейчас это самое удаляет, банит? Марко Х. У меня образование поболее, чем у тебя. Требуешь уважения к себе, будь добр, соответствуй. Марко Х. Я не говорю именно про тебя, Марко Х. Ты в чем образован? Скажи мне. Ты мне задавал вопрос по шариату. Я отношусь уважительно, просто не надо вот забрасывать вот вопрос развернуто, зайда или открой вот так YouTube канал и просвещай людей вот своими взглядами. Зачем вот заявлять, я не знаю, что ты мне сейчас спросил, я сейчас много читаю вопросы и не все имена запоминаю. Конкретно я никого не пытаюсь этим оскорбить. Привет от украинца из Румынии, Виталенд. Привет, украинец. Так, Аржиев Лайф, ответь на мой вопрос, он вверху, Баркал. Я сейчас не найду его, Лайф. Так, Венга Лайф. А сам вы хотите создать типа кавказский имамат, он же существовал в период гражданской войны 17 по 20 годы. Я ничего не хочу создать, Венга Лайф. У нас есть государство, нам ничего создавать не надо. Отцы-основатели нашего государства уже образовали. Все имеется, абсолютно.
реальная легитимная власть в лице правительства Чеченской Республики Ичкерия в экзиле, которым руководит Ахмед Закаев, имеется. Юридическое все основание у нас имеется. Все остальное от лукавого. Рустам Келиматов, что ты выберешь, земли или хорошие братские отношения с войнахом братом? Я выберу и то, и то. А все должно соответствовать закону. Миру мир. Как люди не понимают, что все преступления называются в исламе харамом или грехами? Не понял. Ну, харам. Преступление есть грех. Ну, преступления делятся как на уголовные, тяжкие, особо тяжкие и так далее. Абу Билал, чтобы был шариат, сначала надо народу укрепиться в имане. Если каждый у себя дома будет жить соответственно шариату, это и есть шариатское государство для каждого. Более того, Абу Билал, полностью с тобой согласен, более того, этот шариат, он так многообразен, он так разный. Вот, просто люди говорят и говорят, я не знаю, почему это, или это провокаторы, или это люди, которые не понимают. Ну, давайте приведите пример, напишите пример государства какой-нибудь, приведите. Не приводят, просто шариат, шариат. Кто против шариата, кто против ислама, никого против нет. Что вы говорите? Джордж Харрисон, я больше чем уверен, тот, кто громче всех орет, он представления не имеет про шариат. Тот, кто понимает и знает шариат, ему незачем спорить. Совершенно верно. Я не видел ни одного ученого, который вот открыл и нам рассказывает именно как политический приносить. Мы должны, религия должна быть отделена от государства. Мы должны войти большую семью, европейскую семью, мы должны войти, получить место в ООН, чтобы нас признали. Мы должны стать полноценным государством. И потом просвещайте народ, обучайте, на это десятилетия уйдут. Подготовьте. Как сказал тогда к Дудаеву, пришли, говорят, вы что, ну там говорят, нам шариат надо. Он говорит, если бы я сейчас вел бы шариат, нам всем бы здесь пришлось бы там какие-нибудь части тела отрубать. Давайте подготовим государство. Не надо вот это ФСБшную, вот эту тему закидывать. Анастасия, Анастасия. Ислам прекрасен, альхамдулилля, соответствует в своих домах предписаниям. Все правильно говорит Аслан. Говорите, Аслан. Спасибо, Анастасия, Анастасия. From the mountain. Аслан, когда Ичкерия освободится от империи, как вы увидите отношения с Грузией? Вы знаете, что первый президент Грузии признал независимость Ичкерии, построим дорогу. Нет, from the mountain. Это не первый президент Грузии признал Ичкерию. Это Грузия признала в лице первого президента. Мы признаны Грузией, Афганистаном и турецким Кипром. Но это, конечно, мы знаем. Это первая страна была, конечно же, Грузия. Признала, это юридически имеет все законную силу. Сейчас, пока вам невыгодно, мы оккупированы, и вам сейчас нет смысла об этом говорить. Но при всем при этом, конечно, мы это знаем, уважаем, ценим и любим своих грузинских братьев, нашу соседнюю Грузию. Так. Маждада. Если отделить религию от государства, Россия потеряет влияние в исламском мире, особенно в Чечне. Согласен. Шариат спецом говорят, чтобы наше государство не признали.
Да, я не знаю, для чего говорится. Просто вот человек, который мне говорит за шариат, он получается, говорит, ты против шариат. Он хочет сказать, что я не мусульманин, что ли, получается. Я не знаю. И все, это или он просто хочет на конфликт выйти, или он просто действует в роли полезного идиота для ФСБ. Так, Саня Дозор. Извините, Аслан, не могу смотреть прямую трансляцию, так как в режиме оффлайн, но мой вам лайк. Сил вам и здоровья. Спасибо, Саня. Моусер Махаев. Хармелу эйр долшан ваш шухца сюк. Моусер, Аслан. Дэн, Аслан, меня ФСБ в Украину засылали под угрозой статьи о терроризме. Я никого не убил и не воевал. Европа примет. Если ты сможешь это доказать, конечно, примет. Обязана принять. Как только ты приедешь, ты должен нанять сразу же адвоката, не ждать, пока тебе откажут миграционной службы. Это самая главная ошибка, которую мы делаем. И после этого идти уже в миграционные службы. Руслан Сагаипов, я не хотел затронуть эту шариатскую тему, извини, брат. Я реально за демократическое развитие, главное, не было диктатуры. Да, демократическое развитие это демократос, народ власть, народовластие. Это не значит, что тут что-то плохое. Нет. У нас в Конституции, у нас за Конституцией написано, все, что не соответствует, ну я сейчас, может, не точно процитирую, нравственным нормам, это тоже запрещено, понимаете? У нас свои нравственные нормы, нам никто не навязывает никакие парады. Иман Виситова, Аслан, чего вы добиваетесь, что движет вами? Я добиваюсь деоккупации своей страны и привлечения к уголовной ответственности всех военных преступников, которые совершили преступления на моей стране. Вильпес Инкульта. Кстати, читал в инете, что Рамзан строит дорогу в Грузию. Грузины, приезжайте в гости. Степной Волк. Аслан, ты смотришь канал ОМ-ТВ? Да, иногда смотрю и внимательно слежу за ними. Аслан, правда, что начался в Германии депорт чеченцев? Да, добрый человек, правда. Давно депортируют, в том числе и по нашей вине, конечно. Можешь ждать, сейчас комнатные бедуины тебя затекфирят. Да-да, уже меня затекфирили уже 100 раз. Тут меня из религии выводят там вообще без проблем. Люди такие специалисты большие, что без проблем меня выводят. Так, добрый человек, депортации не будет, если начнешь изучать язык и работать. Ну, не всегда это помогает, потому что это тоже, конечно, ты правильно говоришь, надо. Крым, ассалам алейкум, аслам, привет из Крыма. Ва алейкум салам, Крым. Держитесь. Счастливое время. Ичкерия – демократическое, правовое, справедливое государство на принципах шариатского права. Мы никак не противоречим исламу. Наше государство ни в коем случае не противоречит исламу. Так, антикремль. Аслан, ты, по-моему, находишься в Гамбурге. Там в Гамбурге, насколько я знаю, есть лизоблюд падишаха, то есть Кадырова. Представитель. Почему власть Германии займутся такими персонами? Я не знаю, почему они не занимаются, но есть тут, и они везде есть. Эти, эти лизоблюды, как ты их правильно назвал. Виктор Орлов. Аслан, я христианин и всегда им буду. И потому вопрос, а чего вы хотите этот шариат? Чем он так крут? Ваш же Коран это религия, а есть реальная жизнь, которая не должна быть связана с религией. Виктор, это сейчас такая сложная тема, но это никаких проблем у христиан в нашей стране не будет. Можете не волноваться. Можете быть всегда христианином. Так, как найти? Если мы отделимся и быстро приобретем ядерное атомное оружие, и дальше мы хоть какой строй построим, мир признает наш строй, у сильного всегда бессильно виноват. Если бы у нас было атомное оружие, я тебя уверяю, как найти. На нас бы никто бы не напал. Как на Украину не напали бы, если у Украины было бы ядерное оружие. Аслан, я напишу тебе в инете, есть разговор один.
Степной волк, пиши в комментариях или пиши в Инстаграм, у меня в описании есть, или пиши на этот, как его, на e-mail. Так, Амстердам Томас, Аслан Сила. Грозный Шали. Америка ответит в Гааге за преступление на Востоке. Грозный Шали, а тебя волнует то, что Америка должна ответить, а то, что у тебя в Шали сделали, то, что у тебя в Чечне сделали, тебя это не волнует? Дельдали, камелланя, дел. Дельдали. И какой проблем? Кавказ. Аслан, ты остерегаешься этих лизоблюдов? Нет, я никого не остерегаюсь. Меня защищает немецкая полиция. И абсолютно не чувствую никаких проблем. Чувствую себя в полной безопасности. Тем более лизоблюдов. Из-под тишка где-то могут из Чечни прислать, а эти местные ничего не сделают. Они только свою эту пропаганду здесь несут, да, эти там в Инстаграме, там майки одеть, или там встретить, проводить там, или там еще какими-нибудь криминальными российскими делишками, может, занимаются. Почему их не трогают, я не знаю, почему не трогают. Немцы вроде видят, не знаю почему. Так, Карл Горвальд. Аслан, есть ли в войнах родственники народу по языку и крови на планете Земля? Нет, Карл. Кроме ингушей и чеченцев больше никого нет. Правда ли, что в Шали стоял героиновый завод, говорит Рустам Килиматов? Нет, это неправда. Героиновый завод стоял в Москве. Нет, я шучу, конечно. Я не знаю, стоял ли в Москве героиновый завод. Дэн, Аслан, только вот как доказать, думаю, ФСБ выхватывали меня в дороге или шавок участкового заселяли, чтобы меня доставили в кабинет. Я подписывал и о неразглашении, повесток нет. Ну, о неразглашении, конечно, ты, можешь подписывал, но здесь ты будешь в безопасности. Повестки, они ничего, никаких повестки, никаких там погоду не делают, поэтому если есть там в интернете, смотри, можно, чтобы там твои родственники, друзья записали видео, где они это говорят. Ты приводишь эти на флешке, это все потом предъявляешь. Ну, доказывание, бремя доказывания лежит на тебе в этом случае. Поэтому ты должен как-то доказать, что тебя преследуют. Руслан Чарт, Руслан, как ты относишься к митингу ингушей в Европе? Я не знаю, что там были какие-то митинги, они какое насилие, я так и не понял, против чего они были. Я видел, молодой ингуш там говорил, что надо вернуться к договору Аушева и Джахара Дудаева. Я полностью с этим согласен, конечно. Другого и не будет. Все, что сейчас делается на сегодняшняя оккупационная марионеточная власть в Чечне, это недействительно, незаконно, не имеет юридической силы. Так, Ваталенд, Ренат Губляк. А почему мусульмане забыли, как Америка спасала албанцев в Югославии от сербских имперцев? И про Ирак все говорят, хотя в Ираке свергли диктатора, и многие мусульмане воевали на стороне Америки. Абсолютно с тобой согласен, Ваталенд. Абсолютно согласен. И еще я обратил внимание, как в Новой Зеландии убили, вот эти преступник, террорист убил 50 человек, много человек ранил. И в Новой Зеландии на пятничную молитву огромное количество немусульман пришло и смотрели, аплодировали, поддерживали мусульман. И мы также должны, это и есть взаимопонимание. Вот так мы можем донести нашу религию до людей. Вот так мы можем ее красоту показать этим людям. Кто-то из них примет ислам, кто-то не примет, но будет по-человечески относиться. Вот как надо. Голову рубить это не способствует. Так, антикремов. Инстаграм невозможно зайти. Первое, что ты там видишь, это то, как Кафыров красуется, как бабы. Не хватает лишь надеть юбки.
Так, Маждат, Аслан был в арабских странах, в частности Египте, Эфиопии, Иордании. Просто ужас, продажные, лживые, кинут в любой момент. Ничего братского не заметил. А в Европе я живу, как будто я здесь родился. Маждат, я тоже, кстати, говорю, вот эти арабские страны, почему эти арабские страны не принимают беженцев? Почему у этих арабских стран, например, у нас тут сирийцы есть, я с сирийцами общаюсь, они говорят, у нас коррупция на огромном уровне, ну, почему? Почему люди не боятся Бога, не боятся? Почему это делается? На такие мелочи никто не обращает внимания. Здесь нет коррупции. Эти люди христиане, но они ведут себя как мусульмане. Как настоящие мусульмане должны себя вести. Эти немцы себя так ведут. Нет коррупции, нет лжи, нету преступности в таком масштабе. Надо сперва стать нормальным человеком, а потом уже другой говорит. Абсолютно с тобой согласен. Так, грузинский ник. Новое не скажу, но не надо забывать, что Кремль все ее существование кроваво захватывает территории, и там живущие народы истребляет их, ассимилирует. И эти народы забывают свою культуру и свой менталитет. Грузия, полностью с тобой согласен. Рустам Калиматов, что мы можем предложить миру после деоккупации? Рустам Калиматов, ты только что говорил, что у нас там в Шали стоял какой-то героиновый завод, теперь ты говоришь, что мы можем после деоккупации. Ты определись, ты наш или не наш. Мы можем что-нибудь да предложим. Туман Кавказа, Аслан, мюхч вирдяу, ха устаз милу. Я, как по отцу, да, как по родителям, я хаживирт. Но я очень осторожно отношусь к этим. Вирды, устазы. У меня нет, мой устаз это учитель. Поэтому я в этом вопросе, я придерживаюсь того, чего придерживался пророк. Так. Никогда Чечню не примут в НАТО, Синики. Не говори никогда, никогда не говори никогда, Синики. Я бы с удовольствием вошел бы в НАТО, и я уверен, что тогда бы нас точно не трогали бы. Шеши, Аслан, прокомментируй новость о награждении Кадырова титулом Героя Ислама. Как расценивать этот спектакль? Вот и весь этот ислам. Вот если Кадырова награждают, о чем еще говорить? Так. Грозный Шали. Вот это я хотел услышать, Аслан. Я много раз задавал тебе этот вопрос. Я про Америку. Я не знаю конкретно, что ты имеешь в виду, но рад, что ты доволен. Дерейс, Масера Больдалато. Гражданин Черей. Самые страшные люди не те, кто за или против. Самые страшные те, кто и вашим, и нашим. Совершенно верно. Так. Так, господа, мы 1,5 часа говорим. Я думаю, этого достаточно, чтобы мы, чтобы мы не устали друг от друга. Так что рад был с вами пообщаться. Всего доброго. Ассаламу алейкум. Счастливо. На этом заканчиваем, ребят.